Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Так, вижу, что я в сети, вы тоже. Всем добрый вечер. Вот такой у нас экспромтом срочно решили мы выйти в стрим. Друзья, слышите меня, да? Слышно меня, да? Слышно, наверное. Слышно меня, да? Наверное, слышно. Так, да, все хорошо. Так, друзья, ну что, хочу сказать, что сегодня у нас, ну как-то непонятки пока опять с донейшеном, да, с донатами. Вот такая большая проблема, то, что мы не можем вывести денежки, в том числе и для Робина, не можем вывести на карту. Удерживают пока, не выплачивают, не переводят нам донат вот с этого сайта. Поэтому мы ждем завтра понедельник, будний день. Я думаю, что должно что-то разрешиться. Вот, поэтому ждем завтрашний день. Сегодня пока не присылайте на донат, пока мы не разберемся. И потом мы вас оповестим, мы обязательно вам скажем, как мы решили этот вопрос. Вот. Так, что сделать надо? Пока мало народу, да, о важности в каждом ролике напоминать о подписке на Ярус. Да, пожалуйста, да, на Ярус подписывайтесь, друзья. Кто не подписался, подписывайтесь на Ярус, 5 монеток и вся вот эта вот кухня. Так, кто за границей, по-моему, да, если у вас есть возможность смотреть плейлист, как вот раньше мы смотрели, то тоже, пожалуйста, смотрите, включайте наш сайт, потому что там тоже какие-то денежки капают, небольшие совершенно, перечисляют, переводят нам только от $100 или от 100 евро. За прошлый месяц мне вот подсказывают, что у нас всего лишь было с рекламы 50, поэтому нам их не вывели. Вот так вот мы в отстающих. Поэтому давайте, если у вас есть возможность, у нас, наверное, в России нет. С помощью VPN не могут люди смотреть. Поэтому, если кто за границей, включайте канал, смотрите. Можно не смотреть, просто включите на ночь и пусть тарабанит, чтобы тоже какие-то копеечки капали. Да, плейлист, вот смотрите, пожалуйста. Смотрите, то есть включайте, можно не смотреть. Так, с донейшеном вот мы пока разбираемся. Я вам об этом хотела в первую очередь сказать. И, в принципе, поэтому мы и собрались спешно, чтобы к понедельнику, к завтрашнему дню у нас был стрим, чтобы вышел наш очередной стрим. И чтобы было видно, что у нас стримы проходят, что они у нас есть. К сожалению, не так часто, но, видимо, надо встречаться чаще. Но будем исправляться, если нам позволят остаться на этом сайте. Так, что еще хотела сказать? Вы видели ролик сегодня, да? Наш новый, очередной. И то, что у нас прилетел Жорик. Жорик прилетел с клепочкой. Очень милые дети. Жорик такой с достоинством, с характером. Но все равно можно с ним найти язык. Он совершенно такой сговорчивый. У него страх перед удавкой. Перед ошейником. Ну, как бы вот плюс стресс — это замкнутое пространство в дороге, в переноске. И плюс удавка. Видимо, его отлов жестко ловил. Я думаю, что какими-то лесками, прутьями, петлями, удавками. Поэтому ребенок просто не терпит, когда ему на голову что-то накидывают и нацепляют. А так во всем остальном он супер замечательный ребенок. Когда мы пойдем к доктору? Мы ждем на неделе
рабочий день нашего доктора. И, конечно же, сразу пойдем. В понедельник, завтра будем записываться на прием к нашему доктору. Будем делать рентген и будем разговаривать, общаться. Ну, все как обычно. Легких путей у нас не бывает. Так, друзья, давайте мы сегодня не очень надолго с вами, сегодня воскресенье, да, не очень надолго. Если какие-то есть срочные вопросы, то задавайте быстренько, оперативненько, мы с вами пообщаемся. Какие есть у нас еще насущные вопросы по Робину? По Робину, я думаю, что через недельку, наверное, будет операция. Оля, если меня слышит, Оля должна во вторник записаться к доктору, и он нам назначит день операции. Тоже все не так просто, тоже там есть своя очередность, поэтому я думаю, что через недельку будет у нас, ну, готовимся, по крайней мере, к операции. Так, это по Робину. По Шанечке у нас идет выздоровление. Ребенок поправляется, купили корм. Думала, что и лечебные корма, они такие, мне кажется, невкусные. Думала, что есть не будет. Нет, за обе щеки ест. Купили большой такой мешок ему за 8 тысяч. Специально для него. Вот. Так что вот так. Готовимся к периоду клещей. Клещи у нас когда в апреле начнут появляться, но пока еще у нас снег, поэтому думаю, что не в марте, в апреле, поэтому закупаем сейчас, ищем где со скидками, и тоже надо покупать от клещей. Это наши насущные такие пока вопросы. Корма, клещи, операции. Со второго раза, со второй попытки у нас прилетели наши двое. Вот. Еще у нас там остаются. Знаете вы, наверное, или не знаете. Кто не знает, хочу сказать, что в Якутске закрывается аэропорт. Для кого это новость или не новость? Закрывается аэропорт. Ну, как это сказали, на ремонт. Они каждый год любят ремонтировать полосу. То ли они ее удлиняют, то ли расширяют, то ли покрытие делают какое-то по новым технологиям. Не знаю, но постоянно они закрывают на летний период. Пожары летом и дороги. Ремонт дорог в аэропорту для самолетов имеется в виду. Это наше все. Это в Якутске одно и то же, это любят. Одному Богу известно, почему всегда одно и то же, но тем не менее без этого никак. И если это будет так, то тогда мы не сможем никого не вывозить. Ну, в общем-то, никого уже хватит вывозить, да? Ой, Господи, как же все тяжело. Все тяжело, но вот это я просто вот то, что в голову мне приходит, то, что вот из новостей, может быть, да, новые, старые новости на сегодняшний день. Просто быстренько вам рассказываю то, что знаю, то, что сама проживаю, и то, что мы имеем на день сегодняшний. Поэтому надо сейчас, понимаете, как надо сейчас. Те, кто у нас там остается, довывести до того момента, пока они закроют аэропорт, и самолеты, которые перевозили там с отапливаемыми багажными отсеками, наверное, они не будут летать. Может, какие-то будут летать, но я думаю, что это будет уже не про животных. Это будет редко, мало и, скорее всего, не для животных. А может, вообще не будут, но такого же быть не может. То есть мы пока не знаем, но нам сказали, что надо быстрее вывозить. Ну, давайте будем быстрее вывозить. У нас там еще остаются несколько собак.
У нас там есть кошки. Есть кошки, которые на усыпление. Есть кошки, которые отмороженные, ну, то есть замерзали. И сейчас где-то ютятся в подсобках. Их надо вывозить. Или их опять отпускают на вольные хлеба. Ну, там их разорвут собачки. Вот, поэтому надо вывозить. Друзья, если кто в Москве или в Питере может взять, принять кошечек, напишите мне, пожалуйста. Ну, просто надо, знаете, вот скоро не будем перевозить, да, животных. И, ну, просто жалко хотя бы спасти, хотя бы, я говорю, понимаете, хотя бы тех, которые... ну, которых уже наполовину спасли, но мы их не спасли. Они могут всегда уйти снова на улицу, и, в общем-то, там им будет конец. Поэтому, если кто может приютить, откликнитесь, пожалуйста, хотя бы по одной кошечке. Там есть кого еще спасти. Там примерно 6, 7, 8 кошек. Ну, по крайней мере, не 60 и не 80. Ну, в пределах 6-10 кошек, да, ну, по одной, не всех же сразу, да, ну, кто-нибудь, у кого есть 1, 2, 3 кошечки, ну, возьмите еще, пожалуйста, по одной, потому что я очень себя чувствую, вообще не чувствую, я себя даже не ощущаю, когда я их привожу, а мне совершенно их некуда девать, и потом получать вот эти вот все высказывания, раздраи и... В общем-то, можно сказать, скандалы, потому что ты обещал на 3 дня, а ты их уже 3 месяца не забираешь. И, ну, в общем, очень в жесткой форме происходят у нас разборки. Мне просто, правда, некуда их девать. Если вы скажете, что нет, кошатники есть на сайте или нет, если вы скажете нет, значит, не будем тогда вывозить, пусть тогда погибает. Но я вам говорю, что с мая точно не будут работать, летать наши животные. А может быть даже и с апреля, может с середины апреля. Даже пассажиров найти очень сложно. Будут ли люди летать, я не знаю. Мы и так пассажиров ищем очень сложно и долго. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, ну поднатужьтесь, ну пожалуйста. Ну примите кого-нибудь из... кошек. Кошки много места не занимают, и выгуливать их не надо. Так, у Брюса. Брюса кастрировали. И поэтому сейчас он в клинике и должен вот приехать, пока оставили его там. Поэтому очень веселый, очень обнимательный парень. Может быть, кому-то он приглянется. Такой позитивный, положительный, доброжелательный. Ну, какой замечательный парень. Какие же они благодарные. Встает на 2 лапы, и вот давай целоваться с ним. Ну, очень замечательный. Так что к пристройству он тоже готов. И привит, и кастрирован. Вот. С Майклом, которого спасли от укола. Марик. Он не Майкл Грета, а Марик. Ищем пассажира. Ему ищем пассажира и ждем его в Москве. Поэтому ждем его в Москве. Как дела в ППЖ? Какое страшное слово. Чем дальше я живу с этим словом, тем оно мне что-то прям страшным и страшным кажется. Мне кажется, не знаю, как я проживала все эти годы со словом ППЖ. А сейчас оно мне кажется... Мне так кажется, что там очень много тайн, связанных все-таки с усыплением. Есть там очень много чего, но это все покрыто мраком. Там нет заступников у животных, нет заинтересованных в их жизни.
там они такую мешанину делают просто, где никто комар носа не подточит. Вот, поэтому, ну да, очень много красивых собак, но мы уже с вами просто их не тянем. Вот это все, что могу сказать. Есть несколько собак, которых надо вывозить. Но я даже не знаю, как вам это озвучить, сможем мы или не сможем, осилим или не осилим, я не знаю. Я просто с ужасом думаю, на раздумье нет времени, потому что я вам объяснила с аэропортом проблемы. С местами на передержке в Москве у меня проблемы. И с деньгами оплаты за вывезенных тоже проблемы. Вы видите, сколько операций одна за другой. Кто-то мне предлагает, знаете, в другой город везти оперировать. Но это из области неразумного и фантастики. Потому что любые покатушки в другие города, это стоит тоже денег. Если эти деньги отвезти туда на операцию, а потом съездить а потом еще надо, чтобы под наблюдением там стационар где-то был. Но это все, если сложить, то это все выйдет то на то. Никакие другие города, ни Ростов, ни Тула, ни Тверь, ни Иваново, ничего не может. Это неразумно. Ехать за 3-9 земель, чтобы оперировать неизвестно у каких врачей, кто несет гарантию, кто несет ответственность. А если какой-то летальный исход, и что? Это кто будет? Тот, кто нас туда пригласил, кто несет ответственность? Я даже не знаю. Мы очень серьезно подходим к вопросу, к лечению, к выбору врачей, клиник и так далее. А иначе смысла нет. Какой смысл тогда спасать, если мы будем так сбагривать куда-то в другие города, к неизвестным врачам и так далее? Я считаю, что это неправильно. Так, как здоровье у Альмы? Готовимся на этой неделе еще к очередной химии винкристином. И даже думаю, что мы приурочим поездку Жорика и Альмочки. Альмочку на винкристин, на капельницу, ну а Жорика к хирургу. Я думаю, что надо будет, чтобы в один день эти покатушки. Вот. Озвучивайте, будем вывозить. Вот, знаете, с каждым разом, с каждым днем, с каждой собакой, вы все видите прекрасно, что мы вывозим уже мало, да. Ну вот, давайте сейчас мы очень постараемся, да, ну, остаточные такие вывезем. Там не так много, Но я единственное скажу, что у меня здесь нет передержек. Я не знаю, что если я привезу больше, чем может вместить передержка, то будут драки. А нам этого не надо, да? У нас ведь не ППЖ называется, а передержка. Поэтому мне бы немножко освободить места на передержках пристройством. В идеале вот пристроить, да? Ну хотя бы 5-10 собак, чтобы у меня было пристроено. Друзья, скажите, пожалуйста, ролик вы посмотрели, клепочка сегодняшняя, а что реально никому не понравилась такая? Вы знаете, мне казалось, что маленьких собачек, которые вот именно не тойчики на тощих ножках наступишь и ты самое раздавишь, да, ножку, а нормальная добротная собачка, но маленькая, 30-35 сантиметров в холке. По-моему, мы всегда мечтаем о таких собачках. У меня частенько спрашивали даже. Я просто всегда говорю, что там не так много таких больших собак, или просто, может быть, их вывозят кто-то, какие-то другие кураторы, которым легче пристраивать их. Но вот сейчас и у меня появилась такая собачка. У нас таких собачек небольших всего 3. Это Фанечка, это Сонечка и
вот сейчас клепочка, которые небольшие, в пределах 10 килограмм. Но почему даже на них нет реакции? Почему? Это же как она обнимается с кошками. Даже не надо сомневаться, бояться, что не подружится с кошкой. Все проверено, все, кошка по ней прямо ходит, ложится, вот, и она вот прям вот в обнимочку с кошкой. Но это же просто чудесная собака. Знаете, я не знаю почему. Фанечку хотела, хорошая женщина, приехать познакомиться, но куда-то пропала. Почему так все грустно? Почему даже небольшую собачку, 10-11 килограмм, хотят приехать познакомиться и говорят, до выходных приедем, и пропадают. Уже 2 или 3 недели прошло. Я просто не знаю. Но у меня не освобождаются места, друзья, на передержках. Но передержки не резиновые. А у меня же они не гектары земли, там же нет миллион вольеров или домиков. Но если я не буду пристраивать, ну вы правда, да, действительно, вот те, которые сейчас на стриме, вы меня видите, слышите, вы действительно, да, ну я понимаю, что многие из вас не в Москве живут, мы не берем в расчет. Хотя те, которые не в Москве, мы бы тоже могли вам привезти. Ну, не знаю, в общем, я не знаю. А те, которые в Москве, вы действительно, да, вот просто имеете все собак, и даже вот маленькую собачку не осилите. Ну, маленькую, не маленькую, я и больших предлагаю, я не знаю уже, кому как что предлагать. Можно по роликам посмотреть, можно выйти на связь, можно как-то в индивидуальном порядке я могла бы кого-то прислать. Сколько собак, а вот вы вспомните, друзья, вот мы сколько с вами в октябре-ноябре вывозили вот в этой агонии, помните, в преддверии карантина, что в преддверии зимы, морозов, октябрь-ноябрь, я помню, что мы же с вами вместе спасали, и вы ко мне обращались со словами: давайте еще, вот это в углу мы не можем не спасти, какой он бедный, несчастный, а на нем лежит эта серенькая, мы забрали серенькую, нет, вы возьмите еще и вот этого в углу. Я помню все ваши возгласы, вы очень хотели спасать, вы спасали, вы, понимаете, какая-то прям была вот агония, что давайте спасем, мы не можем этого и этого не спасти. И вот сейчас я очень ощущаю спад. Во-первых, те, которые к нам подключались, которые были с нами в чате, вы же сами видите, куда они все деваются. Но мы же так не договаривались. Мы же... Взрослые люди должны нести ответственность за свои слова и обещания. А к лету я что, одна буду оставаться? Да, я одна останусь с этими собачками. Их ведь прибавилось у нас. Прибавилось. И спасти, и содержать, и пристраивать, и хлопотать, и оперировать, и лечить, и прививать. И ничего не упустить, и тут заглянуть, и тут все увидеть, все заметить, чтобы это такое количество, так много и так тяжело. И у нас каждый раз постоянно одно и то же. Очень хочется оптимистично, но вы же видите оптимизм на таком голом месте, да, когда везде так все грустно. Просто оптимизм, он может быть тогда, когда есть какое-то движение. Движение – это что в нашем деле? Движение – это пристройство. Я не знаю, как надо кричать, может быть, или, может быть, надо рыдать, плакать, причитать, молиться. Скажите, что нужно сделать, чтобы собаки пристраивались? Или мы своим бездействием будем подтверждать, что собаки ничьи, никому не нужны. И тогда что? Примут закон об эвтаназии. Что мы тогда сделаем? Ну, не знаю.
Не будет движения, значит все, вот просто замрет на мертвой точке. Вот будут те, которые вот как-то сосуществовать, я не знаю, как они будут существовать, если вы будете сливаться, они будут чего-то не получать. Я не знаю, я пока не вижу никакой перспективы, я ничего не вижу, потому что я не вижу пристройства. Понимаете, пристройство в нашем деле это самое первое. Я же не бабка-собирательница, которая насобирает в квартире там 40-50 собак, и вот вся такая вонючая сидит с этими собаками, никому не отдам, они все мои, и все. И вот намертво. Как хочется просто движения. Еще раз, наверное, мало я говорю, потому что обычно спасаем, но сейчас, когда уже некуда их сажать, то я уже призываю, давайте будем пристраивать, а? Давайте будем, но только чтобы это было очень адекватно. А не так просто, вот заберите и все. Ой, знаете, вот вы пропадаете на работе, и жалко, собачка сидит одна в квартире. Не знаю, лучше, может быть, ей сидеть в квартире, смотря на работе, когда сколько вы пропадаете, может быть, ее так приучить, чтобы перед работой погулять и, не знаю, приучить на пеленку, может быть, сходить, если будет не втерпешь, а вечером прийти, ну, погулять. Собаки-то такие, вы думаете, что я с ними гуляю, что ли, по часу, по два? Да нет у меня такого времени. Вышла на 15 минут, быстро, так, быстро делаем дела, быстро мимо, вокруг школы пробежали, вперед несемся. Я говорю, мне некогда с вами гулять, вам не повезло с мамашкой, мне надо вселенную спасать. Так, что даже маленькие не пристраиваются. Конечно, жалко, это вообще нонсенс. Ну, время-то какое вообще дурацкое. Но если не мы с вами, то тогда кто вообще будет их спасать? Клёпочка какая замечательная. Не знаю, и молоденькая, и хорошенькая, не развалюшка, такая благодарная. Вообще и не гав, и не тяв. Вообще просто чудо ребенок. Вот. Ну вот, да, вот у кого-то дома сидят и ничего. Я всегда говорю, ну лучше дома пусть сидит, чем ей будет смерть. И всегда надо же выбирать из двух зол. Ну, или быть на улице, да, болтыхаться, и там погибель ей будет, или все-таки дома, допустим, с кошкой сидеть. Ну ничего, выходной погуляете где-нибудь в лесопарковой зоне. Вот. Мне кажется, что мы дождемся. Посмотрите, как Кожуховский приют выселили. Я думаю, что там они в болоте утопают. Но я думаю, что их на погибель. Если на погибель, значит, это просто перед очень чем-то плохим. Какую-нибудь эвтаназию они введут в закон. Ну, все, будет тогда трындец. Ой, распределять волонтерам. Да нет, это вы фантастику, Наталья, говорите, чтобы деньги нам не... Да нет, все законы для того, чтобы чиновникам распределить деньги и чтобы чиновники деньги получали. А иначе, если бы они не получали деньги, ну тогда бы они их просто разом просто уничтожили и все. А они их постепенно убивают. Почему? Потому что деньги надо получать из бюджета страны. Поэтому там это все политика. Да, вот в принципе. Баба Галя, это я не знаю, про что вы говорите. Баба Галя есть у нас такая. Так, выходить на улицу. Так, друзья, ну что мы тогда, скажите еще, что я вам могу еще сказать. Про донейшн мы завтра тогда, да, будем ждать завтрашний день, потом мы вам обязательно сообщим. Вот хорошо, что вы меня слышите и на донат сейчас не присылаете. Нет, сейчас пока не надо. Нам надо вывести те деньги, которые у нас
вы прислали. Да, я помню, я видела. Лена Келка, да? Келка, я правильно говорю, на операцию собачки. Да, мы их тоже ждем. Мы их тоже ждем. Мы будем на связи, мы будем держать вас в курсе, поэтому прям вот завтра. Край это во вторник. Мы уже написали в техподдержку, мы написали и туда, и сюда. В общем, везде написали, мы ждем от них ответ. Суббота-воскресенье был выходной день. Так, я вроде бы быстро говорю для того, чтобы нам не растягивать. Так, что еще? Вроде бы все, да, друзья, все. Что еще? Юрк только на пеленке ходит. Живут в Воркуте, с ним холодно. Ну, да, конечно, кто-то... Ну, Йорк-то может на пеленку-то сходить, да? Большая собачка, наверное, это будет очень... Не очень приятно будет. Ну, по крайней мере, всегда можно. Знаете, было бы желание, можно всегда найти какой-то выход из положения. Ой, просто, знаете, когда не видят вот эту проблему, а спасать-то хочется, ведь вы же все люди с добрым сердцем, вам всем хочется спасти. Но вы не видите массовости, вы не видите и думаете, что пусть кто-нибудь спасет, а вы на работе, потому что вот видела я, да, тоже Грета. Угу. Да, нет, Грета, пока притормози. Конечно, обязательно скажем. Вот, поэтому смотрите, давайте подумаем, как пристроить собак. У нас ничего не, у нас нет других вариантов. Но впереди весна и лето, понимаете? И вот что мы будем? Просто их копить, они будут просто у нас так вот, просто жить на передержке, да? Всем скажем, друзья, всем скажем. Конечно, ну вы что, это же в наших интересах. Нет, смотрите, если на карту, у кого есть возможность, карты работают. Карты работают все. Тинькофф пока не заблокирован, нет. Самое... Сбербанка, Виза, Мастеркарта, там голодный телефон, Тинькофф я сказала, да? То есть вот все те реквизиты, которые у нас идут, они все работают. Но те, которые в основном из других стран, да, вы за границей, да, поэтому вы пока подождите. Потому что вы нам очень нужны. Вы что, мы без вас тоже никак, мы не потянем. Может быть, смотрите, я не знаю, кто-то предложил какой-то чат для тех, кто из-за границы. Кстати, вот если кто есть в Америке, да, то тогда есть вариант, как отправить. Я тогда вас соединю с человеком, который может это сделать, конвертировать из Америки. Есть такой вариант. Поэтому, если кто в Америке, напишите, возможность есть. А те, которые в Европе, надо пока подождать. Так, несколько собак у нас все-таки зависают. И вот еще что хотела сказать. Да, я помню, Маринка. Да, Маринка. Смотрите, Нинель, вы что-то знаете больше, чем мы, поэтому так оптимистично говорите, что все наладится и не падать духом. Или вы просто поддерживаете, держитесь. Когда говорят держитесь, я всегда говорю, покажите те поручни, за которые надо держаться. Пожалуйста, еще знаете что? Я хочу спросить у вас, 2 щеночка, они должны у нас прилететь, вот кровь из носа должны прилететь в марте месяце, кроме кошечек. Кошечек я вам озвучила. Пожалуйста, предлагайте свои домики, свои квартиры, предлагайте. Я очень благодарна. И вот милая женщина взяла у нас тоже в Питере, и Елена, и Анна, и Людмила в Москве. То есть вот кто взял, Ирина тоже в Москве, вы знаете, вот взяли по 2 котеночка.
Как же я вам благодарна, боже мой, пожалуйста, еще кто-нибудь, ну откликнитесь. Но у нас не 60 кошек, нет, нет. 60 там, наверное, уже просто погибнут, 60 или 600, но в пределах 10. Там несут и несут на усыпление. Ну что это такое? А если и не заберешь там за день-два, ну усыпят просто. Вы же видите, там просто уже берут сразу уколы и все. И сразу смертушка. Вот, поэтому в Москве, кто еще 2 щенков, пожалуйста, мне надо 2 щенка также вывести. Это те, которых лечили январь, тяжело лечили, тяжело спасали. Вы знаете, нельзя было не спасти, не все выжили, нельзя было не взяться, да, за это. Ну, выжили те, которые выжили, а теперь я не знаю, куда их девать. Вы представляете, к таким большим лосям я же на передержку не привезу, да и нет там места для щеночков, которому одному 5 килограммчиков, но другому там 8. Пожалуйста, откликайтесь. Ну, я буду говорить в роликах еще, но подумайте, пока мы на стриме с вами общаемся, уже больше, чем полчаса болтаю, но подумайте, кто может приютить, а? Я не знаю, куда я их везу, понимаете? Ой, вы в Киеве находитесь, как... Мне кажется, как страшно-то. Вам большое спасибо. Да, спасибо всем, кто нам помогает, спасибо, кто поддерживает, спасибо, кто верит нам. Мы делаем то, что мы можем, то, что мы делаем и так больше, чем мы тянем и чем мы можем осилить. Я не знаю даже, что еще сказать. Оптимизма у меня, не знаю, у меня его нет, у меня руки опущены. Так похорохориться-то можно, конечно, выйти в эфир и не разрыдаться, да, а так как-то, ну, все равно же руки, ну, как, ну, мы ж не можем их, да, не кормить. Вот с вашей помощью на корм собрали, вот сколько, недели 2, да, прошло, 2 или 3. Теперь вот Робину собрали на операцию. Вы тоже ведь смотрите, какие вы молодцы. Я не могу это не заметить, не отметить, не поблагодарить вас. Вы просто молодцы, вы тоже стараетесь. Я это вижу, и я всегда и бесконечно вам благодарна. И я, и от всех наших хвостов, пусть они даже не знают о том, что мы у них есть, заботимся. Но я вам говорю просто от нас, от всех. От меня с нашими хвостами. Спасибо вам огромное, что вы есть. Ай, как бы вам тяжело не было, вам тоже тяжело, я это знаю. Вы последние присылаете. Вот, поэтому, пожалуйста. И все равно, вы знаете, и даже порой неудобно, и все равно я говорю, что... Но летом будет, наверное, совсем тяжело. Вы уедете на дачу, пока вы не уехали на дачу, пока вы не уехали в отпуск, в деревню к бабушке, дедушке. Я не знаю, куда сейчас уезжают вообще, да? Раньше было куда уезжать. Сейчас я не знаю, куда вы поедете, но, может быть, где-то на грядках будете сидеть. Вы помните, я просто вот уже начинаю с марта об этом кричать. И, пожалуйста, вот в прошлом году, прошлым летом было очень тяжело. Но это был первый год, да, такого положения в мире. Я была, конечно, к этому не готова. А вот сейчас, поэтому я не кричала загодя, я не думала, что до такой степени будет. А вот сейчас, второй год вот этот вот ужасный, да, когда всем не до собак, когда я понимаю, что, ну они-то у нас есть, как-то вот так взять, рукой махнуть и сказать, ну, теперь мы вас не спасаем, теперь мы спасаем себя, но не могу. Ну, поэтому давайте, пожалуйста, не это самое, не пропадайте, не знаю, какое слово сказать, мягкое, не отваливайтесь, не
не убегайте, ну что сказать, не выходите из группы чатов, оставайтесь с нами, друзья, потому что они живые, они есть, и мы за них в ответе. Назбер, Марина, спасибо. Спасибо большое. На корм, конечно, мы будем собирать. Ну, вы знаете, это балалайка без начала и конца. Корм – это вечное, это наше вечное. Ну как, вот сейчас пока у нас операции, одна за другой. Кстати, сейчас же у нас приехали эти двое. Сейчас еще этих двоих надо тоже стерилизовать. Это если каждый по 5, это опять десятка. На 10 тысяч надо накупить этих от клещей. Передержка, где у нас среди леса, там нельзя, есть передержки, где можно обойтись без обработок от клещей, а есть передержка, где нельзя без клещей, иначе мы замучаемся платить за капельницы, чтобы их оживить. Особенно весна и осень. Летом, может, будет полегче, но весной нам надо их обрабатывать. А их много. Там 70 собак, если обрабатывать. Обработки покупать, это на 10 тысяч только будет. Пш! Вот. На телефон. На телефон. А Грета, как получается на телефон? Вот, 2000 пришло. И 1000 от Елены сейчас пришла. Девушки, спасибо, что вы все равно как-то умудряетесь. Так, все, друзья, тогда что еще? Все, вроде бы, все самое основное сказала, может, чего-то не сказала. Тогда в ролике скажем про сегодняшних собак, Ну, все, будем в ролике рассказывать, что с лапой. Обязательно расскажем, как же мы можем не рассказать. Обязательно, мне самой просто интересно. Я даже подумала, может быть, он таким родился? Нет, наверное, не родился таким. Скорее всего, его замотало в колесо. И лапа так вот изогнулась, и вместе с суставом, ну, я не знаю даже, я не знаю, что сказать. Страшно даже подумать. Мы с одной лапой сколько не можем разобраться с Робином. А представляете, сейчас еще у этого будет лапа. Ой. Вы знаете, друзья, я не знаю, что за корм пошел. Как у вас с кормом обстоят у кошек дела? Что-то я не могу понять. Роял Канин и Проплан я пользуюсь. И вот рвет кошку весь вечер. А он постоянно есть хочет, и он ест, и все из него выходит. Что это такое? А чем тогда кормить? Ну, я не знаю, чем кормить. Но это же не вискас, а все равно, вы знаете, что это за качество такое? Что нам гонят вообще? Я не понимаю. Так, потерпи, сейчас я закончу, и я тебя... Опять просит есть. Ой, да, Линда, спасибо. Из Европы пока посылать деньги не надо. Нет, пока не надо. На неделе будет ясно, как будем решать. Не знаю, пока не знаю. В всей стране сейчас беда с животными. Кто куда, собаки оказываются на улице. Да, что-то ужасное, что в стране происходит. Нет, не в стране, в мире вообще. Но даже их подобрать некому. Мы переполнены, понимаете? Ну, те, которые мы живые, мы пока живые вроде, да? Ну, давайте хотя бы брать те, которые живые, я не знаю, пока живые собаки, пока мы живые. Ну, как-то сплотимся и, ну, разберем. Ой, я не знаю, конечно. Не только за границу, соседние регионы и то не могут взять с собой. Да нет, конечно, никто не может взять. Вообще все наплевали на собак. Да нет. Да, Грета, я нисколько не сомневаюсь в Харли и в Севе, что
повезло им. Те, которых взяли, я вижу, вы присылаете приветы, спасибо вам большое. Недавно вот прислала Светлана из Питера и овчарочку тоже, которая уехала летом прошлым. Ну да, вот летом уехала и тоже прислала, что все хорошо. Любовь, морковь, и тоже замечательно. А, кстати, мы не успеваем делать опять, мы никогда не успеваем, понимаете, мы ничего не успеваем. Да потому что собаки у нас количество зашкаливает, поэтому надо сделать ролик очередной с приветами. У нас есть кого вам показать, но вот у нас руки пока не доходят. А сейчас еще вот это вот, знаете, отбивает, просто вот руки опускаются вот с этим донатом, когда они удерживают и не выплачивают, то все мозги только работают на эту тему. У вас тоже, да, это самое от роялки? А почему? Что туда они стали подмешивать? То есть не только у меня, да, котов тошнит? А я не знаю тогда, что они не приучены к натуралке, они не будут есть. Даже я им, когда предлагаю мясо не в сыром виде, не в вареном, они не едят. Но геркулесовую кашу они тем более есть не будут. А что тогда? Чем кормить кошек? Я не знаю. В общем, что-то я не понимаю, что происходит. На натуралку. А что в натуралку? Что натуралка? Что ест кошка из натуралки? Какую, манную кашу, что ли? Ну, не манную же кашу. От сухих отказались. Ничего себе. Сухой. У вас нормально все, да? В общем, значит, у кого-то неправильные кошки. Если вас не тошнит, то у вас нормальные, у нас тошнит. Что-то ненормальное, что-то с желудком. Я водила на УЗИ, там врачи ничего не видят, что не хватает вообще. Мочекаменное нормально. Оксана, ну у вас там мочекаменное, вот с рыжим, да, котом вы? Был сюжет о 5 собаках из ППЖ, там 3-летний светлый парень. Он у Игоря, о нем ничего не рассказывали. Сюжет о 5 собаках из ППЖ. Там 3-летний светлый парень. У Игоря, я не знаю. А 5 собак про кого? У нас 5 собак. У нас не 5 собак, у нас, по-моему, 50 собак было. Как раз 4 месяца назад, октябрь-ноябрь. Ну, дофига мы спасли. Я не знаю, почему у Игоря светлый парень. От Игоря мы вроде... У Игоря сидел Макинтош. Мы его привезли, мы о нем рассказывали. Ингу от Игоря давно вывезли. Так вот, еще назад, по-моему. Татьяна, да, добрый вечер. Мясо, рыба, сметану, молоко. Яйца кошки едят. Нет, у нас не едят. Я все перепробовала. И сметану домашнюю перепробовала. Нет, не едят. Ну, один может поесть, но это не решение проблемы. Так, чуть-чуть. Мясо, куриные потрошки. Ой, нет, ничего у нас не ест. Пшеничную кашу. Пшеничную кашу, сухой кошка. Ну, в общем, сырые суповые наборы, желудки. Сырую курицу, печенку. Нет, не едят. Наши не едят. У рыжего вашего Марка, да? Понятно, Оксана, да. Нашли камни, растворили лечебным. Что, лечебным кормом растворили камни где? В мочевом? Или в почках где? Котов кормим сырыми куриными желудками. Нет, уличные, наверное, съедят все. Но как научить домашних есть? Куриное мясо, субпродукты. Мало того, что мне некогда ходить в магазин и покупать им и резать, и они все равно морду воротят. Крокеты для кошек. Эти, значит, что он остался в ППЖ. Значит, что он остался в ППЖ. Я не знаю, о ком вы говорите. Светлый. Да с такое количество мы светлых вывезли. Целый вольер штук 5.
белых, потом штук 5 серых, там, которые были, Глаша, Анфиса, потом похожие на Анфису, Рита, целая куча серых, потом куча белых мы вывозили. Ну, много разных вывезли. Гипоаллергенный. Гипоаллергенный. А фирма-то какая? Ой, 6 кошек и перфект. И вискас. Нет, вискас вообще будут блевать. Фарш, сметану, фарш вообще он жирный. Все едят, боже мой, в мочевом, да? Прекрасно растворяются лечебным роял канином. Ой, Степа, не дерись. Иди отсюда. Они иногда дерутся. Так, мои 3 кошки отлично кушают роял. Ну вот я все равно вижу, что в основном у всех роял. В основном у всех роялка. Это раньше это было все импортное. Сейчас вот когда это стало здесь у нас в Подмосковье производиться, и проплан, и роял готовится, вот поэтому они и стали. Раньше не было такого, когда они были из-за границы. Сейчас все это сам. Мудрый. Так вы про мудрого говорите, Светлый? А почему вы считаете, что он у Игоря сидел? Нет, он не у Игоря сидел, он в Москве у нас. Да, вот как слово «мудрый» сказали, то мудрый, конечно, здесь у нас в Москве на передержке. У нас просто есть одна передержка, которая не дружит с телефоном. Она просто вот... И у нее выпросить видео, ну, когда попросишь, неделю просишь, потом выдавит. На следующий месяц просто уже тяжело просить, потому что долго надо просить. Но оно просто, знаете, есть люди, которые с телефоном так не дружат, да, это не каждый же так бегает с телефоном, и каждый шаг, как оператор там снимает. Фармина плюс натуралка. Антонина. Нет, Анфиса, наверное. Вы про что? Анфиса, да, в Москве, конечно. Хорошая тоже. Приставучка такая. А мне кажется, что мы в чатах показываем их. Те, которые в чате, мы же их показываем, да. А сейчас вот они прислали очень много там видосиков. Нет, все. Если бы вы разбирали, то мы бы их пристраивали и кого-то спасали бы других. Сейчас начинаются проблемы с астраханскими, со здоровьем, я имею в виду. Все девчонки хорошие, но тоже надо лечить. Будем вам рассказывать, и я с ужасом думаю, что караул будет. Так, Пурина, корм нормальный. А Пурина проплан, который, что ли, да, вы имеете в виду? Что-то не получается. СМС попробуйте. А что за крокеты, что посоветовали мне мои коты с такой же проблемой? А где они продаются? Что за крокеты? Какие-то котлеты, что ли? Это где? В ветеринарке, в зоомагазине, что ли, покупать? Это качественная Фармина, по-моему. Ее еще из-за границы получают. Ну, раньше, может быть, из-за границы, а сейчас я не знаю, что там у нас. Италия. И что Италия нам поставляет Фармину, а порядок цен дороже, да? Просто когда котов много. Что ты жуешь? Что ты жуешь? Вот. Так может быть, ты знаешь, что, мой друг? Может быть, ты шерсть, вот наглотался шерсти, да? Ну, фу. Ну-ка, отдай-ка сюда. Может быть, шерсти наглотался, а? Я не знаю, что с ним делать. Алло, да. Да. Насчет завтра? Да, в силе. Я сообщу попозже, ладно? Когда у меня будет какая-то ясность. Степа, не дерись. Да, когда будет ясность, я обязательно напишу, ладно? Прям вот, может, через час до 12 позвоню, ладно? Напишу, то есть. Пока в силе, хорошо? Ладненько?
Я вам даже... Почему? Да, ничего не поняла. Подождите, у меня стрим. Давайте попозже, ладненько. Прям вот прям не могу сейчас говорить. Все. Так. К вопросу о корме Феликсом и гурме временами по человеческим сборам для печени через интернет. Никита недавно был показан в ролике, бегает, требует, чтобы его только гладили. Угу. Да, конечно, конечно. Про Никиту будет у нас информация, да, будет. Татьяна, спасибо. Так, друзья, ну все, часик мы вроде, давайте сегодня, а то это самое, как там ежа. Про ежу мы все вам расскажем, в ролике мы вам покажем. Ежу мы покажем вам. Все, ежи, хорошо, все замечательно. Ой, порадуем вас, ежей. Все у нас замечательно. Вот, поэтому мудрым недавно в чате показывали, отъелся, повеселел, ему дали вайс. Ну вот, это вот вы как раз и... Я же говорю, что в чате показываем. Но дороже 10 килограмм в районе 8000. Беру в Зоомагии, интернет-магазин. 10 килограмм 8000, да, по 800 рублей получается килограмм. Ну тогда это, наверное, нормально. Потому что роял тоже по 800, 950. На Жорика еще переслать. Грета, хорошо, да, спасибо, потом попозже, пока мы ждем. Альму, да, все, на неделе вторая химия, едем вместе с Жориком и с Альмой на Винкристин. Да, если шерсти наглотался, то очень даже может быть. Угу. Мальт-пасту, подавать мальт-пасту. Да, вот эта паста, которая немецкая, да, российскую они не едят, а немецкая, вот эта желтая с черным, если она есть у нас. Про что посмотреть, где посмотреть? Канал Логик. Где посмотреть? Про кого? Вы о чем? У меня идет вот это, я не знаю, видите вы переписку, прям череда. Я поэтому теряюсь, что посмотреть. Своих Мираторг. Шерсть у всех блестит, да, пищеварение отлично, никого не... Ну, вот у всех что-то индивидуальное, не знаю, что... Не знаю, пробовать, покупать. Но лечебный, посадить их на лечебный корм. Ну, а если нет такой необходимости, то как их про мудрого посмотреть? Про мудрого посмотреть. А вас нет в чате, да? Тогда вы мне можете написать в личку. Если вас нет в чате по мудрому, то тогда вы напишите мне в личку, а я тогда вам пришлю видосик. А так еще я не знаю, где посмотреть. У меня там, знаете, на этой передержке, где мудрый, у меня, наверное, там штук 12 или 15 кабелей. Вот просто кабелей. Просто там есть возможность, мы комнаты заняли, где можно их разделить. Потому что вот так вот, если скопом в одном месте, но это все, это бойня будет. Поэтому, но там мы все места заняли, там больше нас не пускают. Но у меня там штук 12 или 15 кабелей. Я со счета уже сбиваюсь. А это ник, что ли, такой? Российской Федерации, да? И что БГ, РФ и БГ? Дело всей вашей жизни. Ну, вы знаете, нет, ну почему в вашей жизни... Ну, я же тоже не железная, поэтому я не могу. А тем более это же износ души, это же не просто физически, это же износ души. Как загнанный зверь, решаю 24 часа в сутки решаю проблемы. Самолечение чревато, конечно,
Конечно, просто купить лечебный корм я же не могу. Профилактика это еще одно более-менее. Присылала информацию про корм. Валерия Пумируми на WhatsApp. Ну, вы говорите про собачий корм от своего производства. Есть программа для приютов. Нет, для собачьей это дорого для нас. Я знаю, это, извините, 10 килограмм по 10-12 килограмм по 4 тысячи примерно. Мы изучали эту тему в Болгарии. Угу. Это дорого. Пристройство. Ой, очень тяжело. Да нет, почти нет. Так, если только уже вот просто очень силом кому-то так сильно просишь, лезгинку танцуешь, просишь, умоляешь, то одну-две. Но это не серьезно. Собаку. Или отдаешь на пристройство, но вы как-то не очень активно отзываетесь, если кому-то передать на пристройство куда-то. Критика сразу начинается. Да зачем они там нужны, они здесь-то не нужны. Это тоже бьет по рукам, и тоже неприятно, конечно, это слышать. Ну, вы некоторые и сами не берут. А когда что-то делаешь и хочешь показать, похвастаться, порадовать вас, вы тоже так как-то пассивно реагируете. Не знаешь, как лучше. Это называется спасла и проблема утопающего. Колупайся дальше сама. Живет в сытости в квартире, хоть и не гуляет, чем на улице, в болезнях, в голоде. Да, спасибо, Ирина. Но не все же понимают. Вот говорят, что ну что ж она у меня будет скучать. А вот если поставить на кон, да, на чашу весов, да пусть она лучше в квартире скучает, чем она лишится жизни, потеряет жизнь и умрет. Но не каждый это понимает. Не каждый понимает. Присылаю в Питер ваше видео, сомневаюсь в результате, но вдруг. Пересылаю в Питер ваше видео. Какое видео? Наш ролик пересылаете в Питер? Пусть они подписываются на наш канал, и тогда будут сами видеть, и пересылать тогда не надо будет. Руфа, замечательно, Руфа. Все бегают. Это вот как раз Руфа спасенная. Помните, окровавленная была собака. Руфа, Баффи, господи, Грейси, Волчий глаз. Да много их, я уже по имени в лед даже не скажу. Это был, спасали вольер белых. А потом туда заселили серых и спасали серых. Это был октябрь и ноябрь. И Никитка тоже замечательно. Про Никитку тоже скоро расскажем. Раньше времени не забегаю. Не хочу забегать вперед. Ну, точечно, слишком точечно. Если хорошие новости, то очень точечно. Прямо раз, два, и все. Милая женщина, которая хотела Фанечку взять, посмотрите наш стрим, я о вас говорю. Может быть, вы все-таки доедете до нас и познакомитесь с нашей Фанечкой. Ну, какая же замечательная цирковая собачка. Маленькая, всего 11 килограммчиков. Ну, какое же чудо. Сколько любви дарит. Ну, чего она прозябает на передержке? Лучше бы она жила в любви у вас. Но, опять-таки, селом я никому не предлагаю. Когда селом, то ничего хорошего не получается. Надо, чтобы это было от души. От души и с желанием. Дают хозяева. Сначала завели, потом обстоятельства. Раньше почему не думали? Безответственность. Не знаю. Даже вообще не знаю. С ног на голову мир перевернулся. Белый из ППЖ покусанный. Наверное, надо было его забинтовать все ноги.
открытые раны были, и он так летел. Очень было жалко его. Вспомнил, что лабрадор белый из ППЖ покусанный. Наверное, надо было его забинтовать все ноги. Чего? У нас лабрадоров не было белых из ППЖ. Все, кто долетели, он умер. Он не белый. Это Гамлет. Нет, там проблема-то вообще не в ногах. Вы что? Там сепсис. И какой-то этот самый там в Якутске поставили этот гормон. Какой-то гормон несовместимый там по внутренним органам с чем-то. Поэтому они кричали, что вы ставили, что вы ставили. Я говорю, мы-то ничего не ставили. Ставили там в Якутске. А что там есть врачи, что ли, которые разбираются, что надо сделать? Ну, в общем, нет, там внешне, там ногами не истекал, ноги не переломаны. Вы что? Нет, конечно. Это просто укусы зубов. Зубы — это все-таки рот, он самый грязный, надо сказать, да? По-моему, не только и у людей. Люди вообще самые грязные, и у собак. И поэтому покусали уже, значит, покусали. Гамлет, конечно, Гамлет. Да, желтый. А то я думаю, белый, надо же белый. Ну, все-таки это уже давно было, поэтому мы это уже не раз обсудили в роликах. После всего, пока помогает украинским. Они так пострадали, что словами не передать. Я даже думать не могу. Шамларинам помогите, россияне. Открытые раны, сервис. Нет, не сепсис, да, пошла инфекция. Конечно, пошла инфекция, это все делается. Все, друзья, все, тогда давайте на сегодня мы все. Давайте будем встречаться, если мы сможем встречаться, то будем встречаться с вами, ну, может быть, почаще. Только бы лишь бы нас разблокировали и вернули денежки, которые принадлежат животным. На улице виноват человек, что животные... Ну, конечно, да. И волшебные наши разведенцы, которым разрешают их разводить. А потом они их продают и их выкидывают. Друзья, еще раз, кто может щенков приютить? В марте надо решать вопрос. Не забывайте, аэропорт закроется. Мы не будем вывозить оттуда. Не будем вывозить, вы сможете вздохнуть. Мы будем заниматься теми, которые у нас есть на нашем попечении. Мы будем их лечить, кормить и пристраивать. Я надеюсь, с вашей помощью. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Все. Всем спасибо, всем до свидания. Друзья, спасибо, что вы с нами, что вы помогаете. Только, пожалуйста, не бросайте собак, не бросайте нас. 1:15.